Рабочие трудятся над фасадной частью административного здания Новоафонской пещеры. Сезон отдыха уже не за горами, поэтому отделка идет в ускоренном темпе. Это необходимо и с точки зрения эстетики, и практически, так как эта часть здания была когда-то пристроена. Ее нужно объединить в общий архитектурный ансамбль. Над проектом работали несколько лет, и еще некоторое время понадобилось, чтобы саккумулировать необходимые финансовые средства. Место, где мы сейчас стоим, это было пристроено 6 метров сюда от основного здания. И мы заказали проект, этим проектом занималась КАМ-Акация. По этому проекту были сделаны проектно-сметная документация. Ну, чтобы что-то сделать, одним проектом не сделаешь, нужны средства. Ну, аккумулировать средства, как нам бы хотелось, не получается. Мы платим все платежи, платим, что-то остается. И нам для сойти с этого места количество денег, в те годы пандемия нам тогда и рабочих нельзя было найти. Ну, сегодня пришел тот момент, вот мы занимаемся этим вопросом. По словам Беслана Пандария, при работе над фасадной частью будут использованы самые практичные материалы. За фасадом не нужно будет ухаживать. Здесь будет само здание облицовано композитным материалом, который не будет требовать ни покраски, ни чистить его не надо. Сам дождь его смоет. Это хорошо, и долговечность его будет. Как говорят в администрации Новоафонской пещеры, самый главный принцип при благоустройстве территории здания – это целесообразность и практичность. Исходя из этого, несколько лет назад был реконструирован вход в пещеру. Чтобы создать дополнительные удобства для туристов, кассу вынесли из холла здания ближе к входу. Вход был здесь, но он был достаточно узкий, не прикрытый достаточно крышей. То есть, если это сильный дождь, снег, все это попадало внутрь. Для того, чтобы облегчить туристам все эти условия, мы решили вынести кассу комплекса на улицу. Теперь турист поднимается, покупает билеты и сразу же по просторному, широкому, прохладному вестибюлю проходит непосредственно ко входу. У входа в пещеру отвели место и для дополнительного санузла. Он был необходимый для того, чтобы навести порядок в самой пещере. Ведь нередко туристы находили себе укромные места в залах под землей. При перепаде температур, 40 градусов жара на улице, 14 градусов температура воздуха в пещере, естественно, происходят естественные процессы в организме, и не все могут держать себя в руках. Вот для удобства туристов мы построили, это очень важный момент, дополнительный санузел. Теперь турист непосредственно перед экскурсией может зайти в туалетные комнаты и далее проследовать на экскурсию. От такого поведения туристов страдала экология пещеры, но в большей степени биоценоз нарушали теплые лампы освещения. Когда их заменили на холодные, ситуация стабилизировалась. Это подтверждают и ученые, которые постоянно мониторят состояние экосистемы внутри Новоафонской пещеры. У нас есть сотрудники, экологи, которые ежедневно заходят в пещеру, проводят определенного рода замеры. Также мы тесно сотрудничаем с Институтом экологии Абхазии, с Романом Саидовичем Бар. И с его помощью, благодаря его связям, к нам приезжают ученые, которые проводят экспедиции в Новоафонской пещере. Вот сегодня только закончилась очередная экспедиция под руководством Светланы Мазиной. Светлана Мазина – это доцент кафедры экологии Института РУДН Москвы. У нее много научных работ, то есть это достаточно известный ученый. Она приезжает к нам уже много лет подряд, и они проводят с ребятами, с аспирантами, с коллегами научные изыскания, дают нам рекомендации по дальнейшей эксплуатации пещеры. По показателям этого года, на словах, пока что на словах, потому что уже более детальная информация будет нам передана позже. Светлана отметила, что экологическая ситуация в пещере на уровне нормы, и все хорошо. Еще одна проблема, которую здесь необходимо решить срочно, это замена путей, по которым поезд отвозит посетителей в саму пещеру.
Поезд для Новоафонской пещеры – это основной компонент в работе. Он отвозит туристов и привозит с глубины 1350 метров. В 2014 году подвижной состав был заменен, но пути остались старыми с 1975 года. Вопрос их замены – это вопрос не только удобства, но и безопасности. Чтобы найти шпалы необходимого размера, сотрудникам пещеры пришлось связаться буквально со всеми российскими предприятиями, занимающимися их производством. Согласились их изготовить только в городе Кропоткин. Все дело в том, что шпалы нужны нестандартного размера, как и техника, которая будет работать в узком и низком тоннеле. Ее поиском тоже уже занимаются. Здесь технику хотим приобрести, которая может работать в наших туннелях, потому что у нас туннель нестандартный, своды очень низкие, 2,40, 2,50. Нам надо малогабаритная и она, чтобы жизнеспособная техника была. Заменить 1350 метров железнодорожного пути тут планируют во второй половине января-феврале будущего года. Если все будет готово, я думаю, после январских каникул детских, праздничных и детских, если у нас все будет готово, мы хотим. Не хочу наперед забегать, потом много вопросов ко мне будет. Придется нам закрыть на месяц и попробовать, сколько мы сможем за это время сделать. Если удачно будет идти процесс, сколько сделаем, мы состыкуем со старыми путями и будем опять на следующий год. На весь ремонт, замену оборудования, реконструкцию Новоафонская пещера тратит из своих заработанных средств. То есть большая часть зарабатываемых денег идет на саму пещеру. 100 рублей с продажи каждого билета отправляется в бюджет Гудаутского района. И, казалось бы, повышай продажи, зарабатывай для нужд бюджета и для собственных. Но проблема в том, что пропускная способность пещеры ограничена. Важно понимать, что Новоафонская пещера – это не открытое пространство. Это закрытое пространство, состоящее из 6 экскурсионных залов. И для того, чтобы очередная экскурсионная группа зашла в пещеру, из 6-го зала должна выйти группа. То есть это все происходит одно за другим. Если группа не выйдет, невозможно запустить другую. Да? Соответственно, эти ограничения ограничивают нас в пропускной способности. То есть в летний период, в июле, в августе месяце очень часто в 12-13 часов дня у нас уже на кассе висит табличка о том, что все билеты в пещеру проданы, и очень большое количество желающих посетить экскурсию просто вынуждены развернуться и уйти. Как рассказывает Эсма Гардская, повышать посещаемость пещеры имеет смысл только в период межсезонья, так как летом заполняемость здесь 100%. И зачастую даже не все желающие имеют возможность попасть в пещеру. А то, как туристы интересуются главной новоафонской достопримечательностью, зависит от многих факторов. У нас прогнозирование идет на ежегодный рост количества посещаемости. Нам спускают цифры, в которых обязательный ежегодный рост. Но мы можем только предполагать. В этом году майские праздники в России – это не 10 дней отдыха, как это было принято многие годы. Это 3 дня, рабочая неделя и 3 дня. Соответственно, людей приехало гораздо меньше. У нас порядка 3000 отставания по майским праздникам с прошлым годом. Для большинства туристов Новоафонская пещера – это, как говорится, must see, то есть место обязательное к посещению. Многие, прежде чем отправиться на экскурсию, читают отзывы и, увидев все воочию, не разочаровываются. Слышали они как одну из главных достопримечательностей Абхазии и очень рекомендовали туристы. Очень много сталагмитов, сталагнатов, несколько залов, они очень большие, немножко страшно, но очень интересно. Прекрасный экскурсовод. Никаких неудобств, не скользко, везде перила, все очень чисто, все красиво. Многие приезжают в Новоафонскую пещеру по многу раз, привозя сюда детей, а порой и внуков. Местная администрация вместе с обновлениями старается сохранить дух пещеры, тот облик и стиль, которые были созданы еще при Гиви Смыр. В Новоафонской пещере реконструкции подвергают только то, что необходимо.
Какие-то элементы декора или функциональные вещи, которые служат с давних пор, но при этом не теряют своей актуальности или функциональности, здесь стараются сохранить. Например, вот эту чеканку или мозаику, которые придают пещере особый колорит и хранят ее историю. Сегодня Новоафонская пещера активно занимается развитием культурного центра имени Гиви Смыр. Его вдова Жаклин Чичибай организует и проводит различные мероприятия, связанные с историей и культурой Абхазии. А финансовая поддержка идет из средств пещеры. Спасибо огромное Чалмаз Мирону Михайловичу. Это фонд имени Гиви Смыр, который образован в Новоафонском комплексе пещер. Гиви сам был творческий человек, и он всю жизнь ваял и что-то делал. А я наблюдала, и я знаю, как это тяжело, и сколько это нужно сил и труда вложить. У него была эта задумка. Он не успел ее сделать до конца. А мы хотим создать пространство, где могла бы реализовывать себя молодежь, дети. Кроме того, Новоафонская пещера ведет активную благотворительную деятельность. Мы сотрудничаем с благотворительным фондом Ашана, с благотворительно-культурным фондом Киарас. И я хочу сказать, что мы реализовали один проект, которым я очень горжусь. То есть помощь организации – это помощь организации. Но наряду с этим наши сотрудники ежемесячно из своей заработной платы делают взнос, кто сколько хочет. То есть это может быть 500 рублей, это может быть 1000 рублей, это может быть 100 рублей. Ежемесячно большинство сотрудников Новоафонской пещеры делают взнос, который делится в равной степени между двумя этими организациями. У администрации Новоафонской пещеры грандиозные планы по благоустройству прилегающей территории. Тут прекрасно понимают, что то, как выглядит стоянка и рынок, давно не отвечает требованиям сегодняшнего дня. И уже даже готов проект нового рынка и парковки. Дело за малым – позволить Новоафонской пещере потратить на это собственный доход и дать время на реализацию задуманного. Марьяна Котова, Сасрыква Гухава, Абаза ТВ.